Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Пенсионный фонд сообщает». И с вами я, начальник управления Пенсионного фонда в городе Канаш, Петрова Ольга Михайловна. Как я обещала в прошлой передаче, сегодня мы с вами поговорим о предварительной работе с лицами, уходящими на пенсию. Все мы понимаем, что наши документы должны находиться в идеальном состоянии, но не всегда это получается. А в последующем это сказывается на сроках подготовки документов для назначения пенсии. И более подробно я сегодня хочу попросить об этом рассказать руководителя группы оценки пенсионных прав нашего управления Филиппова Андрея Юрьевича. Пожалуйста, Андрей Юрьевич. Здравствуйте. При проведении заблаговременной работы с лицами, выходящими на пенсию, мы формируем макет электронного блатного дела гражданина, то есть представленные документы на бумажном носителе, преобразуем в электронно-цифровую форму. Проводим оценку соответствия индивидуального лицевого счета застрахованного лица документам в части страхового стажа, а также в части стажа на соответствующих видах работ. Проводим при необходимости внеплановые документальные проверки документов, представленных в целях назначения пенсии. Оказываем содействие в регистрации и подтверждении учетных записей застрахованных лиц на едином портале госуслуг. Также по желанию застрахованного лица оказываем содействие в формировании запросов для подтверждения данных документов, представленных для назначения пенсии. Теперь более подробно о некоторых аспектах нашей работы. Предварительная работа начинается с вызова застрахованного лица в пенсионный фонд путем направления письма. В данном письме-вызове указывается дата и время обращения в пенсионный фонд, номер кабинета, фамилия, имя, отчество специалиста, направившего данное письмо. Если вы не сможете подойти в указанное время в пенсионный фонд, рекомендуем позвонить и записаться на другое удобное для вас время по телефону 28419 или 25370. В данном письме-вызове также указывается примерный перечень документов, необходимых для установления пенсии, а именно документ, удостоверяющий личность, паспорт, свидетельство о рождении детей, свидетельство о браке, военный билет в случае прохождения военной службы. Для лиц, имеющих на иждивении детей от 18 до 23 лет, дополнительно предоставляются справки об учебе и размере стипендии за 1 год. До обращения в пенсионный фонд рекомендуем пройти регистрацию на едином портале госуслуг, так как с помощью данного пароля вы будете иметь доступ в личный кабинет застрахованного лица на официальном сайте Пенсионного фонда pfrf.ru. После регистрации необходимо подтвердить вашу учетную запись. Это можно сделать в Пенсионном фонде, многофункциональном центре АФЦ или Центре занятости населения. В личном кабинете можно заказать выписку из вашего индивидуального лицевого счета, в котором будут отражены ваш стаж работы и баллы. Если вы обнаружите, что стаж работы отсутствует, вы можете предоставить дополнительные документы в пенсионный фонд, которые будут использованы в дальнейшем для назначения пенсии. Также, имея доступ в личный кабинет застрахованного лица, не выходя из дома, можно записаться на прием к специалисту пенсионного фонда, и вас примут в указанное вами время. Также можно посмотреть, в каком пенсионном фонде формируется ваше пенсионное накопление, заказать документы, а также подать заявление на назначение пенсии. Дорогие телезрители, хочу вам напомнить, что основным документом, удостоверяющим личность, является паспорт, а основным документом для назначения пенсии является трудовая книжка, хотя стаж работы может подтверждаться и другими косвенными документами. Андрей Юрьевич, как часто при обращении за назначением пенсии или в рамках подготовительной работы возникают вопросы у нас к заявителю, у заявителей к нам или к тому, как оформлены документы у гражданина? Бывают случаи, что работодатель отказывается выдавать трудовые книжки. Напоминаю, что в соответствии со статьей 62 Трудового кодекса Российской Федерации
работодатель обязан в течение 3 дней по заявлению работника выдать трудовую книжку, а также документы, необходимые для назначения пенсии, такие как копии приказов о приеме, увольнении, переводе, справки о заработной плате, справка о начисленных и уплаченных страховых взносах и другие документы. Данные документы должны быть заверены надлежащим образом и представлены работнику безвозмездно. В свою очередь, работник обязан в течение 3 рабочих дней вернуть трудовую книжку работодателю. Андрей Юрьевич нам рассказал об основных моментах, которые необходимы для проведения заблаговременной работы с застрахованными лицами. Но очень много вопросов у нас возникает от тех граждан, которые имеют право на досрочное назначение пенсии. Вот, Андрей Юрьевич, что для них изменилось с 1 января 2019 года? Или, может быть, все это осталось в тех же рамках, которые были предусмотрены ранее по законодательству? По-прежнему досрочно будут выходить на пенсию работники с опасными и вредными условиями труда, список 1 и список 2, а также малые списки. Также ранее общеустановленного возраста будет назначаться пенсия по социальным мотивам. Например, женщинам, родившим 5 и более детей, одному из родителей ребенка-инвалида, работницам северных районов, имеющих 2 и более детей, инвалидам вследствие военной травмы, инвалидам 1 группы по зрению. Для педагогических, медицинских и творческих работников сохраняется досрочное назначение пенсии. Как и сейчас, им необходимо будет выработать специальный стаж от 15 до 30 лет в зависимости от категории льготника. После этого назначение досрочной пенсии будет отложено на 5 лет с учетом переходного периода. При обращении в пенсионный фонд за установлением досрочной страховой пенсии необходимо предоставлять стандартный перечень документов, а в некоторых случаях необходимы справки, уточняющие особые условия труда, так называемые льготные справки. Данные справки оформляет работодатель. В них отражены периоды льготного стажа, а также периоды, которые исключаются из льготного стажа. Учебные отпуска, курсы с отрывом от производства, административные отпуска, режимы неполного рабочего дня и другие. Спасибо, Андрей Юрьевич. Мы сегодня с вами рассмотрели некоторые моменты, которые необходимо знать будущим пенсионерам. Дорогие телезрители, с 1 января у нас были повышены страховые пенсии на 7%, на 25% была повышена фиксированная выплата к страховой пенсии. Галина Николаевна, каких категорий коснулось февральское повышение? С 1 февраля 2019 года размеры ежемесячных денежных выплат и социальный пакет были проиндексированы на 4,3%, исходя из роста потребительских цен за 2018 год. Средний размер ежемесячной денежной выплаты с 1 февраля 2019 года составил 2400 рублей. Стоимость социального пакета с 1 февраля 2019 года составила 1121 рубль 42 копейки. Из этого размера лекарственная часть составила 863 рубля 75 копеек, санаторно-курортная часть составила 133 рубля 62 копейки и транспортная часть 124 рубля 5 копеек. Спасибо, Галина Николаевна. Очень много мы сегодня получили информации, тяжело ее перерабатывать, но я думаю, что тем категориям гражданам, которые это было интересно, они запомнили, были сделаны акценты, на что стоит обратить внимание. И следующую передачу мне хочется провести как обзор вопросов и ответов, потому что вопросов поступает очень много, вопросы бывают однообразные. Ждем ваших вопросов по телефону 2 17 90 и 2 13 89. Спасибо, всего доброго.